Изменение глобального климата – это одно из нескольких беспрецедентных широкомасштабных изменений в окружающей среде, которые происходят сегодня во всем мире. Изменение климата воздействует на здоровье людей через сложную систему факторов, включающую изменение температуры, экстремальные погодные явления, доступность продуктов питания. Здоровье людей в таких условиях даже по предварительным прогнозам оказывается незащищенным. В последнее время вопросы изменения климата в Кыргызстане начали широко освещаться, но необходимость предоставления информации для населения по-прежнему остается высокой. Кроме того, существует необходимость проведения разъяснительной работы среди управленческого персонала системы здравоохранения для повышения их готовности к проведению необходимых мероприятий по смягчению последствий и адаптации к изменению климата Земли. В Кыргызской республике с августа 2010 по декабрь 2012 реализуется проект повышения адаптационного и митигационного потенциала местного населения к изменениям климата и осведомленности о важности сохранения биоразнообразия путем обучения и проведения агитационных мероприятий среди сотрудников местных организаций здравоохранения 7 областей Кыргызстана. Проект реализуется экологическим движением «Биом» совместно с Республиканским центром укрепления здоровья при Министерстве здравоохранения Кыргызской республики. При поддержке Глобального экологического фонда, программы малых грантов и Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане. Главная идея проекта – провести совместную информационно-обучающую кампанию по вопросам изменения климата, сохранения биоразнообразия и здоровья населения. Для обучения медицинских учреждений в проекте был выбран метод «Каскад» на существующей сети медицинских организаций. Первым этапом на районном уровне в городе Бишкек был проведен двухдневный тренинг для тренеров для председателей районных комитетов здоровья. Тренинг был направлен на проведение образовательных мероприятий по вопросам здоровья, изменения климата и окружающей среды. После того, как тренера получили знания в данных сферах, они проводили подобные встречи для сельских комитетов здоровья, которые в свою очередь информировали население. Таким образом, информация о влиянии изменения климата на здоровье человека была распространена по всему Кыргызстану. Также в проекте было проведено 2 семинара по влиянию изменения климата на здоровье человека для специалистов Центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Южному и Северному региону. В тренинге приняли участие более 100 человек. В рамках встреч для участников семинара были проведены выставки возобновляемых источников энергии, как пример адаптационных технологий для населения в контексте изменения климата. В городе Бишкек был проведен информационный семинар для журналистов по вопросам здоровья, климата и окружающей среды. На семинаре приняли участие около 50 журналистов со всего Кыргызстана. В рамках семинара был объявлен конкурс для журналистов «Климат, окружающая среда и здоровье». По результатам конкурса в средствах массовой информации было опубликовано 23 статьи. На пресс-конференции все журналисты, которые участвовали в конкурсе, были награждены призами. На заключительном этапе проекта был объявлен конкурс на озеленение территорий с использованием редких и исчезающих видов, а также лучшие практики ресурсопользования среди ФАПов, Центров Госэпидемнадзора, районных больниц, Центров семейной медицины. Основная идея конкурса – повышение уровня вовлеченности медицинского сектора в процессе сохранения уникального биологического разнообразия Кыргызстана через озеленение подведомственных территорий местными и редкими дикорастущими видами растений, характерными для областей Кыргызстана, а также содействие снижению последствий изменения климата. Информация о конкурсе была распространена на встречах с работниками комитетов здоровья, медицинских организаций, на информационных порталах, в электронных рассылках. По результатам конкурса от медицинских организаций было получено 28 заявок. В конце июля 2012 года конкурсная комиссия провела отбор кандидатов на призовые места.
В ноябре планируется проведение награждения, куда будут приглашены все призеры конкурса. Одним из важных направлений работы проекта был выпуск информационных материалов. В проекте были изданы следующие продукты: постер «Стабильный климат. Здоровая нация», методическое руководство «Изменение климата и здоровье». Пособие было разработано для работников системы здравоохранения с целью повышения информированности о глобальном изменении климата и последствиях для здоровья населения. Экологическая видеотека «Изменение климата и здоровья», в которую вошли 10 дисков с художественными и документальными фильмами, раскрывающие проблему изменения климата. Серия буклетов для медицинских работников, руководителей государственных администраций и органов местного самоуправления. Буклет «Озеленение территорий местными и эндемичными видами растений». Обучающий видеофильм «Стабильный климат. Здоровая нация». И плакат «Растения Красной книги Кыргызстана». Все материалы были выпущены на русском, кыргызском и английском языках.